Неделя позади, и сейчас самое время разобраться, что действительно было важным среди потока новостей. Вместе с коллегами итоги 7 дней буду подводить я, Артур Шамсудинов. И вот основные темы. Никто, кроме них. 2 августа по всей стране отметили День воздушно-десантных войск, которые стали одним из самых боеспособных видов подразделений вооруженных сил Советского Союза и ныне Российской Федерации. Выше них только звезды. Современные спортивные и ретро-самолеты приняли участие в юбилейном авиаслете на аэродроме Первушино. Именно на таких боевых машинах летали легендарные ночные ведьмы и сбивали немецких асов. Башкортостан принял дебютный старт спартакиады народов России. Едешь первая, тебе кричат: давай, давай, не отставай. Первыми в борьбу за медали вступили триатлонисты и представители велосипедного спорта. Очень довольна гонкой, так как это достаточно важный старт в сезоне. Башкортостан вновь оказался под ударами вражеских дронов. Об этом в своих социальных сетях написал глава региона. Ради Хабиров отметил, что отражена еще одна массированная атака беспилотников на предприятия республики. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп «Барс» сбиты 25 БПЛА. Пострадавших нет, один из беспилотников сбили над промзоной Уфы. Начался пожар, оперативные службы приступили к его тушению. 2 августа в России отмечают День воздушно-десантных войск. В этом году исполняется 96 лет со дня создания легендарной крылатой пехоты. В Башкортостане праздник уже 4-й раз подряд отмечают в парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Ради Хабиров поздравил десантников и принял участие в открытии памятника, посвященного отцу-основателю современных ВДВ, генералу Василию Маргелову. Все подробности далее. Вот уж действительно никто, кроме них, так не отмечает свой праздник. В парке «Патриот» развернули настоящее тактическое шоу. Имитация захвата опорного пункта противника. Оператор дрона координирует работу с неба. На земле тяжелая техника, под прикрытием которой работает штурмовой отряд. У условного врага не было шансов. Со стороны за происходящим наблюдают те, кому не понаслышке знакомы тяготы десантной службы. Кто-то в ВДВ проходил срочку, но немало и тех, кто был на передовой, в том числе и в зоне СВО. Поступил на службу, срочную службу в 2004 году. Соответственно, в 2005 году я уже подписал контракт. И после первого контракта я уволился. А с вступлением СВО в 2022 году поехал обратно в свой родной полк. Десантура сплочает. Ты никогда не забудешь этих год, никогда не забудешь своих братьев, всегда будешь рядом. Традиция празднования Дня ВДВ именно 2 августа берет начало с 30-го года. Тогда во время учений под Воронежем впервые в СССР провели полноценное десантирование боевой группы. 12 бойцов прыгнули с парашютом с самолета и успешно выполнили тактическую задачу. Ну а отцом современных войск ВДВ принято считать генерала Василия Маргелова, в памяти котором в парке «Патриот» установили бюст. С именем Василия Филипповича Маргелова связывают, в общем-то, становление и развитие воздушно-десантных войск, которые стали одним из самых боеспособных видов подразделений вооруженных сил Советского Союза и ныне Российской Федерации. Я хотел поблагодарить тех ребят, которые приложили усилия. Алексей Исламов здесь, да? Да, Алексей, спасибо большое. Вот. Рифат Керамович, где он? Спасибо, ваши инициативы. Помните, мы обсуждали. Спасибо, что эта инициатива от слов, перешла к делу. Вместе с главой республики в открытии памятника принимала участие и правнучка Василия Маргелова Полина Прасол. Скажу цитатой генерал-майора Марьина, председателя Союза десантников Ставропольского края. В любом месте, где живут настоящие мужики, должен быть памятник Василию Филипповичу Маргелову. Это десантный батя, солдатский батя. Я вижу, какой патриотизм, воспитание будущего поколения, будущих десантников здесь на высоком уровне.
Спасибо вам. Бюст символично установили на территории воздушно-десантного комплекса. Он пополнился новыми тренажерами, которые позволят знакомить воспитанников лагеря с азами службы ВДВ. Комплекс объединяет полный цикл наземной подготовки. На площадке можно будет отрабатывать всю последовательность действий десантников. От размещения в воздушном судне до управления куполом и безопасного приземления. Есть даже имитация десантирования с вертолета Ми-8 при помощи канатов и веревок. Тренирую координацию до автоматизма. Как заявил глава ДОСААФ России, подобные тренажеры для детей есть только в Москве. Комплекс в Башкортостане во многом уникален. Удивлен, мало сказать, поражен тем отношением, которое сегодня увидел в Башкирии. Вот я с благодарностью главе, благодарностью к вам, что вы так здорово относитесь и к памяти, и к воспитанию новых молодых десантников. Слава ВДВ! Мы всегда будем лучшими. То, что власти уделили внимание именно этому направлению, понятно. Ведь парк носит имя Героя России Максима Серафимова, десантника, с честью выполнившего свой долг в зоне СВО. С огромным уважением отношусь к ребятам с воздушно-десантных войск, военно-воздушные силы, а в частности армейская авиация. Мы постоянно рядом, мы постоянно параллельно, мы постоянно, знаете, как у нас говорят, никто никогда нигде без нас, да, и лозунг десанта, никто кроме нас, очень близкий, и мы все горячие точки, все вооруженные конфликты, это всегда рядом, и десант, и авиация армейская. Уже не в первый год в честь Дня ВДВ в парке проводят гонку героев. Возможность испытать свою физическую подготовку. Глава республики наградил победителей и вручил госнаграду участникам праздника. Ради Хабиров также анонсировал скорое открытие церкви и мечети на территории парка. Каждый, кто захочет помянуть и помолиться за героев, получит такую возможность. Оба объекта намерены открыть 4 ноября, в День народного единства. Артур Шамсудинов, Булат Садриев и Руслан Садыков. Итоги недели. Выше них только звезды. В честь 15-летия аэродрома Первушино в Кушнаренковском районе прошел 20-й всероссийский слет любителей авиации «Открытое небо». Пилоты со всей страны и ближнего зарубежья прилетели на своих самолетах, чтобы обменяться опытом, обсудить создание новых аэродромов и развитие частного авиационного туризма. Кульминацией слета стало масштабное шоу, за которым следили тысячи зрителей. В их числе был и наш корреспондент Азат Садреев. Старый двигатель советского многоцелевого биплана заводится с полоборота, словно только сошел с конвейера. Изначально он задумывался как учебный самолет, так как отличался простотой управления и прощал ошибки курсантов. Однако в 40-е его активно использовали уже как военную машину. Самый старый участник авиаслета в Первушино, вот этот биплан У-2 1942 года. Во время Великой Отечественной войны именно на таких боевых машинах летали легендарные ночные ведьмы и сбивали немецких асов. Вторую жизнь биплану подарили энтузиасты, влюбленные в небо. После длительного восстановления самолет вновь оторвался от земли. На этом самолете очень интересно летать. Я не мог понять, почему летчики его так любили. Когда поднялся на нем в воздух и тем более полетал в разных условиях, оказалось, что он очень приятен и дружелюбен к пилоту. Особые чувства самолета 30-40-х годов вызывают у Марии Водопьяновой, внучки одного из первых героев Советского Союза, легендарного полярного летчика Михаила Водопьянова. В 1934 году он принимал участие в спасении экипажа парохода «Челюскин». Мне приятно видеть, как люди собирают эти самолеты, да, которые потом летают. Вот вчера вечером мы уходили с аэродрома, мне казалось, что они все засыпают, эти самолеты. А сегодня утром пришли, они уже все в работе. Кульминацией открытия праздника стало выступление группы парашютистов. Несмотря на ветреную погоду, выпрыгнув из легендарного кукурузника, распустив государственные флаги России и Башкортостана, они совершили ювелирную посадку прямо перед зрителями. Я парашютным спортом занимаюсь уже больше 18 лет. Это больше половины моей жизни. Пришла в 16 лет, у меня 6500 прыжков. Страха уже нету абсолютно. Есть страх, когда есть большой перерыв между прыжками. А так нет. Кайф испытываю, наслаждение. Свободным падением именно. Я считаю, что нужно каждому попробовать, потому что нигде в своей жизни это больше не испытать.
А эти сложные элементы в воздухе можно выполнить на более современных самолетах. За штурвалом еще одного биплана член сборной России по высшему пилотажу Александр Рудкевич. Как и остальные участники, прилетел в Первушино своим ходом, чтобы показать уникальную воздушную программу и мастерство в башкирском небе. После тщательной подготовки к вылету пилот и самолет становятся буквально одним целым. Самолет, он прекрасен в управлении. Самое главное, что он, даже не так скажу, он предсказуем. То есть, что мне на нем, тьфу-тьфу-тьфу, еще ни разу не удалось там сорваться во что-то такое непреднамеренно или что-нибудь, он таким вот, чем бы он удивил бы. На этот раз слет авиаторов приурочили к 2 круглым датам. Само мероприятие проводилось в 20-й юбилейный раз и в год 15-летия аэродрома Первушино. Пилоты прилетели из разных городов России и ближнего зарубежья. Говорили о перспективах отрасли в авиатуризме, сельхозработах и других направлениях. И хотя сейчас параллельно идет процесс дронофикации, малая авиация все же живой организм. Пока есть энтузиасты, пока есть люди, которые увлечены, вот она живет. Конечно, сейчас на пятки нам наступают беспилотники, но тем не менее это же живой человек, это живые чувства, которые мы не заменим никакой микросхемой. Приятное с полезным совмещает пилот авиационно-химических работ Алексей Алешин. Он не только любуется башкирскими полями, но и помогает аграриям республики в борьбе за урожай. Работ мы выполняем очень много, заняты практически полностью во всем спектре, от начала посева, даже до посева, до, соответственно, сборки урожая, химпрополка, борьба с вредителями и, диссекация, есть такое понятие, это когда растения высушиваются для того, чтобы раньше можно было собрать урожай. Девушки за штурвалами самолетов тоже уже не редкость. Ирина Гамова впервые самостоятельно поднялась в небо год назад. И именно тогда нашла себя настоящую. Потому что на Земле мы все равно в каких-то ролях, в каких-то заботах, в каких-то проблемах. А поднимаешься в небе, как будто только ты такая настоящая в своих эмоциях, и все, твоя жизнь и каждое движение зависит только от тебя, больше ни от кого. Это круто. Кульминацией небесного спектакля стала пилотажная группа аэродрома Первушино под руководством президента Федерации авиации общего назначения России Сергея Минигулова. Всего же в рамках авиаслета в небо поднимались десятки самолетов разных классов и типов. Воздушная программа продолжалась более 2 часов. Это просто грандиозное впечатление. Я как будто в детство вернулся, на самом деле. Я хоть с ребенком пришел, но радуюсь так же, как ребенок, на самом деле. Мне очень все нравится. Мы приехали с Белебея, чтобы посмотреть на эту всю красоту. Мы в восторге, мы не ожидали, что будет так круто. Узнали, что сегодня такое большое событие. Очень нравится все. С внуками. Самолеты, все новое. Молодцы. Двигается все вперед. В общей сложности фестиваль посетили более 5000 зрителей, а аэродром Первушино в очередной раз подтвердил свой высокий статус в малой авиации. За 15 лет своего существования он 13 раз принял участников всероссийского слета «Открытое небо». Азат Садриев, Булат Садриев, Вахид Халимов. Итоги недели. Башкирские санатории переживают эпоху возрождения. В республике сегодня работают 8 государственных здравниц. Объем выручки за прошлый год составил порядка 7 миллиардов рублей, что на 11% больше, чем в 2024 году. Заполняемость по большинству санаториев достигла 101%. Ради Хабиров подчеркнул, регион намерен сохранить все здравницы в госсобственности, так как они выполняют важную социальную функцию. Сюжет Динары Таймасхановой. Красная ленточка перерезана, и из металлических труб бежит целебная сульфатно-кальциевая вода. Еще недавно на этом месте были лишь 2 ржавые конструкции, заросший сорняком пустырь. Теперь аккуратная ротонда, пешеходные дорожки и холодная купель. Проект реализовали в рамках программы «Атайсал» на средства санатория Красноусольск, который расположен по соседству. Проекту «Атайсал», инициированному главой республики, в этом году исполнилось 5 лет. За это время реализовано более 35 тысяч инициатив. «Атайсал» – это возможность сделать малую родину более уютной и комфортной. Благодаря проекту в селе курорта для всех жителей заработал благоустроенный полезный источник.
Для санатория Красноусольск источник – часть большого обновления. За последние 4 года здравница вышла на новый уровень. Доходы выросли в 4 раза, путевки продаются активнее, да и гостей стало больше. В модернизацию вложили более 1 миллиарда рублей. Здесь реконструировали корпуса, открыли новые отделения, под одну крышу собрали массажистов и врачей. Отдыхающим больше не нужно искать специалистов по всей территории. Планируют запустить ресторан и летнюю эстраду. 15 только зданий. Из них вот мы за этот период 11 перекрыли. Еще остается лечебница, тоже ремонтировать надо. Ну, за это время, это же время все равно свое берет. Все устаревает, сети устаревают. Мы около 5 километров только наружных сетей поменяли. На базе Красноусольска Ради Хабиров провел совещание по развитию всей санаторно-курортной сферы республики. В Башкортостане работают 8 государственных здравниц, и власти намерены сохранить их в госсобственности. За прошлый год общая выручка превысила 7 миллиардов рублей, рост на 11%. Особое внимание поддержке участников СВО. В санаториях пролечились более 10 тысяч бойцов и членов их семей. Обсудили и детские учреждения. Ими пора заняться, решили на совещании. В середине сентября руководитель детского санатория и санатория Красноусольска представит нам предложение по развитию этих санаториев и, соответственно, улучшение инфраструктуры этого санатория. Вот. Но в целом еще раз хочу сказать, что вот такая история. Санаторий – это так, годами собирающаяся история наша. И наша задача, чтобы не стояло главное на месте. Главное – движение. В Красноусольске – это вот ровно то, о чем мы говорим. Глава региона отметил, санатории выполняют важную социальную функцию. Каждое направление считается приоритетным. Кстати, руководитель региона провел свой отпуск в Красноусольске. Пример доверия к отечественному курорту. Результаты, они не просто не заставили себя ждать. Я, если честно, до сих пор удивляюсь результатам. И, в принципе, решение, которое было принято относительно того, что преобразование из в акционерное общество, и сейчас я понимаю, что это дало дополнительный толчок для развития санатория. В развитии не бывает мелочей. В санатории едут как поправить здоровье, так и просто отдохнуть от суеты. Каждый, даже небольшой обновленный объект – пазл целой картины туристической галереи региона. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов. Итоги недели. В России прошла профилактика заболеваний печени. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, который ежегодно отмечают 28 июля. Именно в этот день родился профессор Барух Самуэль Блумберг, лауреат Нобелевской премии, открывший вирус гепатита Б. Основная цель кампании – рассказать о масштабах проблем, а также о том, как защитить важные органы и на какие изменения в организме необходимо обратить внимание. Тему продолжит Анна Морозова. Что-то беспокоит? Сейчас нет, сейчас хорошо. Слабость после операции еще сказывается, но в целом здоровье идет на поправку. А главное, больше нет жутких болей. У Мензели Каспрановой желчекаменная болезнь, и когда недуг напоминал о себе сильнейшими приступами, женщина прибегала к помощи спазмолитиков. Но устранить корень проблемы они не могли. После обследования врача Мензеля решилась на плановую операцию, однако провести ее пришлось раньше срока. Пациентку госпитализировали в экстренном порядке. Раз страдаешь желчекаменной болезнью, это просто надо вовремя обратиться, проконсультироваться хорошо и прооперироваться вовремя, чтобы до приступов интоксикации, до таких именно экстренных состояний. Мы же не знаем, что завтра будет у нас. Я тоже думаю планово, но получилось, слава Богу. Острый холецистит, говорят медики, это не только сильные боли, но и серьезные последствия. Ведь отказ от лечения мог привести к абсцессу печени, а затем и к печеночной недостаточности. Это опасное состояние, при котором орган поврежден настолько, что уже перестает в полной мере выполнять свои функции. А ведь печень – один из важнейших инструментов в организме. Она участвует в метаболизме, преобразуя питательные вещества из пищи в энергию, а также помогает регулировать уровень холестерина, нейтрализует токсины, аллергены и участвует в иммунной защите. Однако не зря говорят, печень – труженица молчаливая. Дело в том, что у органа отсутствуют нервные окончания, а потому болеть он не может. В связи с этим даже самые серьезные заболевания долгое время могут протекать абсолютно бессимптомно. Среди основных причин хронических заболеваний печени специалисты называют вирусные инфекции, алкогольную интоксикацию и метаболические нарушения. Существенно повлиять на работу органа могут и паразиты. Печень является как первым фильтром
крови, которая оттекает от кишечника. И если с немытыми руками при несоблюдении гигиены попадает в пищеварительный тракт гельминты, личинки эхинококоза, то в печени уже вырастает киста эхинококковая. Избавиться от таких кист можно только с помощью оперативного вмешательства. Распространенной проблемой в последние годы также стала неалкогольная жировая болезнь печени. Ключевые меры профилактики здесь – правильное питание и физическая активность. В целом же, говорят медики, для раннего выявления патологии необходимо регулярно сдавать анализы и проходить ультразвуковое обследование. А еще важно прислушиваться к своему организму. Ведь даже под легким на первый взгляд недомоганием может скрываться гепатит. И отсутствие лечения чревато циррозом и опухолевыми заболеваниями печени. Сейчас есть диспансеризация. Многие пациенты у них обнаруживается гепатит С, даже если изменений в крови нету. То есть врач когда может заподозрить заболевания, когда появились жалобы на повышенную слабость, какую-то тяжесть в области печени, какие-то непонятные, может быть, внепеченочные проявления. Это могут быть и сосудистые проявления, и со стороны органов движения, то есть артрозы, артриты. А вот заразиться можно через кровь, в том числе при косметологических процедурах или в кабинете мастера маникюра. К слову, полностью избавиться от гепатита С сегодня возможно, однако назначать лечение должен специалист. В качестве надежного щита перед вирусом гепатита Б выступает вакцина. Кстати, защищает препарат и от гепатита Д. А вот проводится вакцинация бесплатно в рамках национального календаря прививок. Анна Морозова, Артур Ханов и Шамиль Каримов. Итоги недели. 53 образовательных объекта в 24 муниципалитетах республики капитально отремонтируют в этом году. Изменится не только внешний вид учебных классов, но и их наполнение. В одной из сельских школ Кигинского района после модернизации появится даже свой полицейский класс. Кстати, в этом же муниципалитете начали строить новое здание для детской школы искусств. Это 1700 квадратных метров для творчества. Тему продолжит мой коллега Руслан Батыргареев. Спокойно можно, во-первых, пользоваться на уроке. Сразу две интерактивные панели для учебного процесса. Мобильное мультимедийное оборудование можно будет перемещать из одного класса в другой, а значит, пользоваться сможет любой учитель. Капремонт школы в селе Абзаево Кигинского района еще не завершен, но комплектовать кабинеты уже начали. С этого года здесь открывается еще полицейский класс. Мы получили оборудование, как видите, стенды, и интерактивную панель, и лазерный тир. То есть эту инициативу проявили именно родители, и дети захотели. В этом нам помогает местное отделение МВД. То есть они приезжают, профориентационную работу ведут. И вот вследствие этого у них появилось желание. Желание учиться теперь должно появиться, наверное, у каждого, учитывая, как преображаются в ходе комплексного ремонта классы. Такой модернизации в этих стенах еще не проводилось. Да, мы давно ждали этот ремонт. Уже заявку делали мы в 2022 году, смету сделали. Но, конечно, школа с 1985 года постройки, и поэтому было нужно менять электричество, канализацию, водопроводную систему нужно было менять. Мы очень ждали этот ремонт. Работы проводятся в рамках федеральной и республиканской госпрограмм по развитию и модернизации системы школьного образования. В оснащении кабинетов современным оборудованием помогает и программа школьного инициативного бюджетирования. За последние 2 года в нашем районе было реализовано 16 проектов по программам школьного инициативного бюджетирования. И в рамках конкурса родительских инициатив по 500 тысяч рублей каждая. Эти цифры свидетельствуют о высокой заинтересованности родителей и педагогов в модернизации образования. В модернизации системы образования заинтересованы и родители воспитанников детской школы искусств в селе Верхние Киги. Там в этом году начали возводить новое здание для образовательного учреждения. С нетерпением его открытия ожидает Наталья Ли. У женщины на инструментальном отделении учатся 2 сыновей. Младший по направлению флейта, старший на фортепиано. Вообще очень много, уже много лет на самом деле ждем. И даже потому, что школа немного старенькая уже, и поэтому кабинеты немножечко не подходят. А в новой школе, я надеюсь, что будет, благодаря Гулии Рафисовне, ее проектированию этих классов, будет намного комфортнее.
Новое здание детской школы искусств рассчитано на 100 посещений в смену. На первом этаже оборудуют залы хореографии, на втором концертный зал с эстрадой и классы прикладного искусства. На третьем студию звукозаписи, масляной живописи, библиотеку и кабинеты для музыкальных занятий. У нас будет хореографическое отделение, художественное. В хореографии там нужны душевые. У нас сейчас этого нет. Все это будет. Звук там, актовый зал свой. Объект возводят в рамках национального проекта «Семья». Строительно-монтажные работы планируют завершить в конце 2027 года. Детская школа искусств в Верхних Кигах существует с 1970 года. Последние 35 лет она располагается в здании местного дома пионеров и школьников, занимая в общем 190 квадратных метров. Со строительством собственного здания площади для творчества увеличатся почти в 10 раз. В рамках национального проекта «Семья» в Верхних Кигах приводит в порядок и детский сад «Солнышко». Строители меняют системы отопления, воды и электроснабжения. Всего же комплексный капитальный ремонт включает 14 видов работ. Очень необходимые мероприятия, потому что наш детский сад был построен в 1982 году, еще капитального ремонта не производилось. И, конечно же, это для нас большое событие. Это капитальный ремонт, потому что полностью здание это уже и физически, и морально устарело, и, соответственно, все это нам нужно. В текущем году в республике капитальный ремонт проводят в 6 детских садах, 6 колледжах и 41 школе. Всего же за последние 4 года в Башкортостане привели в порядок 181 школьное здание, в которых учатся больше 72 тысяч детей. Руслан Трыгареев, Вахид Халимов и Виктор Демидов. Итоги недели. Башкортостан принял дебютные старты спартакиады народов России. Первыми в борьбу за медали вступили триатлонисты и представители велосипедного спорта. Состязания прошли в Чешминском районе и на базе комплекса сооружений гребного слалома у озера Теплое в Инорсе. Спартакиада – один из этапов отбора к Олимпийским играм 2028 года. Соревнования по поручению президента России проходят в 7 регионах страны, включая Башкортостан, и продлятся до середины октября. Также в республике пройдут турниры по спортивной борьбе, гребному слалому, плаванию и фехтованию. О первых победителях и призерах соревнований расскажет Юлия Паршина. Болельщики поддерживают и подгоняют по дистанции лидера российской сборной Диану Исакову. У спортсменки из Москвы на спартакиаду особенный настрой. 4 года назад именно эти соревнования стали единственным стартом в сезоне, в которых она заняла 2-е место. На этот раз планировала взять реванш и сделала это. За счет погоды и озера вообще респект. Прям вообще и болельщики повсюду. Едешь первая, тебе кричат: давай, давай, не отставай. Я такая: хорошо, я постараюсь. Вот, ну, болельщики поддерживали, конечно, это. Детям тоже спасибо. Не давали, как это, сочкануть. Прям по всей дистанции, вот как на международных стартах. У мужчин на старты вышли 28 спортсменов. Республика в этом виде спорта представлена не была, но Роман Кривальцевич, выступающий за Москву, родом из Салавата. Там он начинал заниматься плаванием, а затем перешел в триатлон. Многие, вот кто услышал, что я как бы местный, словацкий, все хотели сфотографироваться, но я не успевал, так как мне надо было разминаться идти, чтобы выйти размятым. Вот. Ну и на трассе, да, многие поддерживали. Вот, земляка. У нас основная база в Москве находится, но у меня родители всегда приезжают на старт. За это спасибо большое. Всегда помогают. Участникам предстояло преодолеть олимпийскую дистанцию 1,5 километра по воде, 40 на велосипеде и 10 километров бега. И все это в новой для себя локации. Особенно впечатлила спортсменов температура озера. В день стартов она составляла плюс 29 градусов, тогда как обычно триатлонисты плывут в водоемах попрохладней. Здесь есть вся необходимая инфраструктура. Это наш центр гребного слалома, хорошая локация, площадка, плюс огромная помощь города Уфы. Соответственно, в связи с этим здесь у нас замкнулись все 3 этапа. И озеро, при том, как многие спортсмены отмечают, очень комфортный уровень, теплая вода. Теплую воду, и им было комфортно, хорошо, еще с погодой очень повезло. У мужчин к середине дистанции вперед вырвалась тройка спортсменов: Михаил Быстраков, Денис Колобродов и Павел Сорокин. Они разыграли медали первого соревновательного дня в триатлоне. До 3-го сегмента соревнований им удавалось держаться рядом, но в беге свои спринтерские способности включил Быстраков из Москвы.
Он финишировал первым с результатом 1 час 59 минут и 27 секунд. На дистанции его поддерживали не только болельщики, но и любимая девушка, бронзовый призер спартакиады Яна Ченская. Больше всего, конечно, от Яны чувствовалась поддержка. У нее вчера еще был день рождения, мы прекрасный вечер провели. До этого давно не виделись. А жители, после старта столько человек фотографировалось, столько человек стояло вдоль трассы, поддерживали, кричали откуда-то даже мое имя. Это очень было тепло. Первым стартует Башкортостан, причем как в велогонке, так и во всей спартакиаде. Открывала заезд в Чешминском районе восходящая звезда нашей республики, 17-летняя Алина Ахмадулина. Спортсменам предстояло преодолеть 12,5 километров шоссе между селами Кляшево и Караякупово. И еще столько же в обратную сторону. На славной Чешминской земле проводится уже тур России, 2 года подряд проводилось. И организаторам, участникам, из-за того, что трасса нравится, мы решили и в этом году проводить здесь мероприятие. Надеюсь, что наши спортсмены покажут хороший результат, будем за них болеть. Индивидуальная гонка – серьезное испытание. Если во время группового заезда спортсмен видит соперников и может оценить их результаты, то здесь нужно полагаться только на собственное чутье. А еще велосипедист испытывает усиленное сопротивление воздуха. Поэтому большинство участников сделало ставку на следующий этап. В целом я очень довольна гонкой, так как это достаточно важный старт в сезоне. И я, честно, не верю, что мне удалось занять первое место. Просто был боевой настрой. Особо думала, будь что будет, проеду на максимум, но так сложилось, что удалось выиграть. В заезде участвовали 18 команд, при этом мужчин было почти вдвое больше, чем женщин. Башкортостан представили 3 участника. Лучший результат среди них показал Егор Хомяков. Однако пока в тройку призеров войти не удалось. Впечатления хорошие, потому что трасса довольно-таки рельефная. И разделки я еще давненько так уже не ездил по рельефным трассам. Вроде доволен так-то. Я думаю, будет очень тяжело, тяжеловато, но по ощущениям вроде нормально проехал. 3 августа состоится групповой заезд. Женщины преодолеют дистанцию в 120, а мужчины в 160 километров. Юлия Паршина, Полина Затолокина, Аяс Хабибуллина, Владислав Минязев. Итоги недели. Новые высоты региона в рейтинге социально-экономического развития, планы по увеличению популяции зубров и археологические открытия. Об этом и о других событиях, без которых информационная картина уходящих 7 дней была бы неполной, в новостях короткой строкой. Главными точками притяжения назвал сельские дома культуры глава Башкортостана. В своих соцсетях Ради Хабиров отметил, что в учреждениях кипит жизнь, они наполнены детским смехом и радостными голосами. А еще здесь собираются волонтеры, которые плетут маскировочные сети. Сюда же привозят гуманитарную помощь, которая потом отправляется на передовую. За последние 5 лет на модернизацию учреждений культуры республика привлекла почти 3 миллиарда рублей, в том числе при поддержке федерального бюджета. Благодаря участию в национальных проектах «Культура» и «Семья», а также в различных госпрограммах в Башкортостане построили и капитально отремонтировали порядка 170 объектов. Еще 126 учреждений культуры получили современное оборудование и музыкальные инструменты. Башкортостан вошел в топ-3 рейтинга устойчивого социально-экономического положения субъектов России. Впереди только Москва и Санкт-Петербург. Эксперты оценивали эффективность экономической политики, общую динамику экономики, влияние факторов, связанных с проведением специальной военной операции, позитивные и негативные тенденции, а также риски и перспективы. Индекс промышленного производства в республике на уровне 106,7% за первое полугодие 2026 года. Одним из главных критериев устойчивости авторы доклада считают способность региона одновременно выполнять социальные обязательства и продолжать развитие. В Башкортостане сохраняются темпы модернизации дорог, транспорта и коммунальной инфраструктуры. Продолжается строительство социальных объектов. Популяция зубров в Мурадымовском ущелье республики достигла 33 особей. Почти в 1,5 раза стадо выросло всего за 2 года реализации масштабного экологического проекта. Очередная партия парнокопытных была доставлена весной из Белоруссии. Добиться этого удалось благодаря спонсорской помощи экологически ответственных компаний. К 2030 году популяцию башкирских зубров планируют довести до 50 голов. В
Стерлитамаки отправили в колонию поселения виновных во взрыве газа в жилом доме. ЧП случилось в июле 2024 года на улице Артема. 1 человек погиб, 3 получили тяжкий вред здоровью. Причиной стало нарушение слесарями правил безопасности при устранении утечки бытового газа в одной из квартир. Суд приговорил сотрудников газовой службы к лишению свободы на срок 3 года 4 месяца в колонии поселения. Также они должны возместить материальный ущерб пострадавшим. Древнее оружие и украшения нашли при раскопках на Бирском грунтовом могильнике. Памятник, датируемый 3-8 веками, является эталонным объектом средневековой истории Приуралья и Восточной Европы. В экспедиции участвовали специалисты из Уфы, Ижевска, Москвы и Екатеринбурга. Они нашли новые виды погребального обряда, украшения, оружия, которые раньше не встречались здесь при раскопках. Например, бронзовую фибулу-застежку. Народный ансамбль танца «Сармат» признали лучшим на международном уровне. Коллектив выступил на фестивале «Счастливая планета» в армянском городе Цахкадзор. Артисты завоевали награды в разных категориях, а также главный приз, диплом и кубок Гран-при. Международный фестиваль «Счастливая планета» стал 11-м по счету. Там собрались артисты из разных стран. Россию представляли 3 коллектива из Дагестана, Новосибирска и Уфы. Такими были итоги недели. Я и мои коллеги продолжим следить за развитием событий и обязательно расскажем вам о самом важном в следующих выпусках. Ну а прямо сейчас авторская рубрика Руслана Шарафутдинова «Между нами». В ней он традиционно расскажет о ключевых событиях через призму личного мировосприятия. Оставайтесь на БСТ. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафутдинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Вот и август на дворе. По-прежнему в фокусе общественного внимания ситуация с топливом. Верная примета. Когда она окончательно стабилизируется и перестанет фонить, пропадет необходимость и в ежедневных брифингах в ЦУРе. Так что следите за эфиром БСТ. А если серьезно, а по-другому здесь и нельзя, с учетом критично важного значения бензина для социального самочувствия граждан, то в целом ситуация остается непростой, но находится под контролем властей и постоянно действующего оперативного штаба. И это не просто обязательные успокаивающие слова. Объемы поставок топлива потребителям республики не снижаются. Их среднесуточные показатели даже превышают майские примерно на 20%. Социальные, чрезвычайные, коммунальные службы в приоритете. У нас в Башкирии серьезный запас бензиновой прочности и конкурентные преимущества. Да, важная деталь. На время беспилотной угрозы действует мораторий на загрузку и передвижение топлива в бензовозах. И с учетом частоты угроз это серьезно влияет на логистику. Ажиотажный спрос и большие очереди сохраняются сегодня прежде всего в тех районах, где всего одна заправка Башнефти. Всего у компаний более половины от общего числа АЗС в регионе. Именно Башнефть, друзья, по факту закрывает сегодня основные потребности рынка топлива нашей республики и многих других регионов, пока другие производители и сети испытывают известные сложности после атак беспилотников. Башнефть – это залог нашей топливной безопасности. Собственно, и безопасности нашего нефтеперерабатывающего комплекса уделяется самое серьезное внимание. Это точно в наших общих интересах. Организовано несколько линий обороны и пассивная и активная защита со всем спектром вооружения. На критически важных объектах усилены меры безопасности. Одних мобильных огневых групп у нас под 100. Регион ощетинился, встроился в систему ПВО страны. Отражение атаки беспилотников, которая произошла в эту субботу, подтвердило эту постоянную боевую готовность. Последние 2 недели Ради Хабиров был в отпуске. При его режиме работы надо иногда выдыхать и заниматься здоровьем. Впрочем, для Хабирова и собственный отпуск – время поработать над стратегией развития и проектами республики. Так уж он устроен. Местом для отдыха и чтобы собраться с мыслями, он с семьей выбрал Башкирию и санаторий Красноусольский. Уникальное место, в которое за последние годы вдохнули новую жизнь. Санаторий с минеральными источниками, целебной грязью и шикарной природой, а главное профессионалами курортного дела, заполнен сегодня на 100%.
Одна цифра. Годовая выручка Красноусольского за последние 4 года выросла в 4 раза, до 1 200 000 000 рублей. Получился настоящий храм здоровья, потому что если к делу относиться с душой и смыслом, результат не заставит себя ждать. Ведь наша родная Башкирия не только житница, кузница, подземная кладовая, но и здравница. До свидания, дорогие друзья. С вами был Руслан Шарафутдинов и рубрика «Между нами». С днем ВДВ нас всех, никто кроме них. Берегите себя и своих близких, не забывайте о своем здоровье. Все будет хорошо.